привет! Или, как говорят литовцы на своем понятном только им языке, лабас dienas. С вами Елена в прямом эфире загнивающего Запада. Рыба гниет с головы, а Запад с наших голубых экранов. Сейчас будем разбираться, что в этой голубизне нашли наши беглые. Каким медом им тут так намазано, что они хотели в нем испачкать и наш клочок земли. И зачем Змагарьё хочет Вильнюс захватить? Мало того, что они хотели власть в нашей стране захватить, так еще и за бугром литвинизм устроили такой, что литовцы ждут не дождутся, когда наши архаровцы пересекут границу, чтобы прижучить тут понаехавших наркоманов, алкоголиков, проституток и прочих обдолбанных поздняковщиной. Поговаривают, литовцы боятся только двух вещей, что наш батька на них нападет и заберет коридор, и белых змагаров, которые хотят забрать Вильнюс. Официально заявляю, нам чужого не надо. Ни Вильнюса, ни коридора. Вы думаете, я в Украине, а я в Вильнюсе. Никто еще не знает, а Украина уже захватила Литву. Пока они боятся Беларуси. Вон что делается в столице. Все в украинских флагах. Где вы хоть один белорусский флаг тут видели, а? Нету. Только на посольстве. Строго за забором. В четко отведенном месте. Получается, что не с той стороны нападения ждут. Все мы знаем, что на главной площади города всегда стоит памятник Ленину. Литовцы тоже знают, но не знают, как выглядит Ленин. Ленин странный, не на броневике, а с конем. В руке не шапка, а меч. И шлем какой-то самурайский. Лже-Ленин! О, Яшка, шеф звонит. Алло? Да, я. Я помню задание. Найти Тихановскую, втереться в доверие и вывести на чистую воду и в Беларусь в багажнике. Так, Яцек, надо срочно искать Тихановскую. Пошли. Где искать Тихановскую? Правильно, во всяких змагарских местах в Вильнюсе. Главные змагарские места. Каплица Калиновского на кладбище, могила Луцевичей, там же, и отдел миграции, где змагары хоронят мечты вернуться в Беларусь. Потому что нам беглые с чужими документами в стране не нужны. Но это еще не все места. Ну что, Яшка, идем искать Тихановскую. О, сейчас мы видим змагаров, сейчас мы у них спросим. Здравствуйте, а вы не видели Тихановскую? Не, сёння она не тут. Ну, проводите, поглядите вось у книжку. О, господи, смотрите, у Вильнюсе говорят на каком-то непонятном языке. Зачем вы это делаете? Говорите на нормальном, раз вы уже здесь. Я размовляю на нормально. Нормально. Ярей! Вы сюда убейте литовишкой. Так а что по Тихановской? Я ее... По Тихановской, ось у книжку поглядите, может, она там сховалась. О, она тут ховается где-то, да? Час от часу бывает, прибегает. Ты смотри, какая, да? Ты просто вельми любит кататься на книжку. О, местные знают все про Светку. О, ну спасибо. Давай, возвращайся, пиши в комиссию по возвращению. Давай, открыть. О, Яцек, посмотри, тут эти ЛГБТшники, вандалисты. Посмотри, какую-то байку надели с Мао Цзэдуном. Это что, Мао Цзэдун? Здравствуйте, извините, а вы не видели Тихановскую? А Тихановская, Кашира, только... О, не видели. Почему должны? Не видели? Нет. А что она должна была здесь делать? Ну, она тут живет. Тихановская? Да. Не, вы откуда? Сколько слайдос? А я откуда? Откуда и Тихановская? Ну, а откуда Тихановская? Так вы же знаете, она же у вас тут живет. Да? А вы знаете, где она живет? Так я у вас спрашиваю. А вы не знаете? Я не знаю. Ну, а почему меня спрашиваете? Так вы тут живете. Ну, а при чем здесь я? Мы живем здесь. Да? Но не знаете, где Тихановская живет. У меня и дому. А, понятно. Ну, спасибо вам. Хорошего дня. Давайте. Только лишнее отъехать. Не видели ли вы Тихановскую в этом городе? Витаутас, ну что, расскажешь нам, где тут Тихановская прашется, а? Молчит, как воду набравший. Вообще, ноль реакции. Извините, а вы не знаете, где живет Тихановская тут? Не знаю. Здесь? Нет. Ага. Вы что, шутите? Наверное, пошли в Дивину.
Спасибо. Пожалуйста. Вот это она хорошо себе поселилась, да? Нормально. Ну что-то не видно, кстати, на башне Кедемина БЧБшного флага. Мне кажется, они меня накололи. Хорошо. А чё? А вы не знаете, где Тихановская живет? Не знаете? Пойдем искать. Фуникулер. Посмотри, Яшка, сколько у них денег. Кидаются этими деньгами вообще. Просто так выкидывают. А вы не знаете, где живет Тихановская? Первый раз. Первый раз в Литве? Не знаете, да? Придется искать. Знаете, почему литовцы боятся, что на них нападут? А им просто негде прятаться. Вместо того, чтобы копать углуб и запускать там вагончики для чтения правильной литературы, они решили себя выпушить. Как пуп, плохо акушером завязанный. Получается, чем меньше государство, тем выше других оно себя ставит. Шары, например, вот в воздух запускают. Запускают только тогда, когда ветер не дует в сторону Беларуси. Правильно, нам это надувательство западное не надо. Яшка, сними шары. Да не эти, господи, воздушные. Нам этот Вильнюс нафиг не упал. Нам главное отсюда с Магароу выкурить на родину. Слушайте, побежали как шаленые, ей-богу. И куда пробежали? В морозиловку эту. 397 дней в году сырость, дождь, смог, ветра дуют такие, что наши белорусские специалисты приезжали им окна европейские вставлять. Вот, на вина, почитайте. Холодно, но если честно, так красиво. Посмотрите, как красиво гниет Вильнюс. Значит, пришла я на кладбище до этого Калиновского. Светы тут нету. Все жалуются, что наш президент себе резиденции строит. Так это ж живой человек, ему жить где-то надо. Пусть лучше расследуют, откуда у этого ихнего Калиновского, который тут лежит, столько денег на хоромы на кладбище. Это ж полноценная евро-однушка. Месяц такой лежать в центре города, это минимум 700 евро без коммуналки. Хотя в этом случае можно и не отапливать. Да, Яшка? Господи, Яшка, посмотри, что они на этом кладбище нашли, я не понимаю. Тут ни ромочек на могилках нет, ни конфеток, чтобы перекусить. Не дают спокойно людям полежать, тягаются туда-сюда. Господи. Что, не снимай на кладбище, это грех. Интересно, а где мы Лукашенко вообще похороним? Но если что, тут еще место есть, Александр Григорьевич. Мы вам тоже снимем какую-нибудь каплицу. Превратили литовскую столицу в гетто для змагаров наших. Это ж наши люди, по документам наши, то есть по закону. Но ничего, скоро их отсюда погонят. Приехали в город и захватить его хотят. Не то что наш президент. Он, если и будет захватывать его, то нехотя. Исключительно по просьбе самих литовцев. Они вон в бесконечных очередях стоят, чтобы в нашу прекрасную страну попасть. Где им прятаться, когда у них даже метро нету? Да что там метро? Вы их троллейбусы видели? Это же ржавый стыд какой-то. Союз развалили, а троллейбусы у них никак не развалятся. Общественный транспорт – это показатель состояния общества. То ли дело наши МАЗы. Огонь! В прямом и переносном смысле. Может быть, вы знаете, где живет здесь в Литве Тихановская? Не имею понятия, кто это. Вы даже не знаете, кто такая Тихановская? Вот посмотрите, да люди даже не знают ее. Света, тебя никто не знает здесь. Даже не знают, где живет. Ну, я услышала слово «Белоруссия». Правильно говорит Белоруссия. Наши люди. Знаете, где живет тут Тихановская? Да, О, хоть один человек знает. Где? вон там в горшке. Света, да выходи уже, нам же сказали, что ты джин. Давай. Бачу, что по очах вот тут белорусочка. Сейчас у нее запытаюсь. Здравствуйте. Привитание. Ну, так и думала. Вот говорит на вот этом смахарском языке. Значит, точно знает, где живет Тихановская. Скажешь нам? Не, ви вважайте, я агентам нічого не розповідаю. Наушкала эта Светка их. Понимаешь, даже не могут сказать, где она живет. А вы вообще видели Тихановскую тут? Ну, конечно, ваша. И как она вам? Пригожая женщина. Ну, конечно, ничего плохого даже не скажет. Может, тогда знаете, где Франок живет? Ну,
Что, он пригожий мужчина? Нет, конечно. Может, все-таки номерок Светкин дадите? За 5 евро. Видите, как продаются змагары? За 5 евро. Яцек, давай, гони бабло, сейчас получим телефон. 10. Давай, значит, и Франака номер, и Светки. Говори. Ну, значит, 937 99 92. О, Ты где? змагары открыли Кэт-кафе. Эх, хвостатый, знаешь, где Тихановская живет? Вот говорили, белорусы-котики, а они тут антисанитарию развели. Посядут тут и на людях кисок своих гладят. Содом и Гоморра просто. Это где это видано, чтобы с животными с одного стола ели. На стол можно только собаку ставить. Если ты не в Корее, то можно и неприготовленную. Кэт-кафе, Кэт-кафе. Яцек, давай свое шпиц-кафе откроем. Будет у нас главный напиток вечера – апероль шпиц. Как тебе такое? Погнали. Литва – это не спортивная страна. Государство ничего для людей не делает. Вот молодежь бегает, прыгает на улице. Все потому, что нет ни ледовых арен, ни дворцов спортивных. Кучкуется под мостом. Вот как выглядит дворец спорта. Это все потому, что нет крепкого хозяйственника. Вот вы видите за моей спиной красивые небоскребы. Вы думаете, они настоящие? Фу, это ширма. За ними самый настоящий ад. Гетто змагаров. Где искать Тихановскую? Правильно, во всяких змагарских местах Вильнюса. Ты только посмотри, во что эти змагары превратили Вильнюс. Господи, хоть бы окна уставили на чердаке, а это уже он поросло уже каким-то растением. Это у них тут вместо освежителя воздуха, видите, сирень. И как бы сирень, сирень, сирень на улице. Да, у змагаров только на улице. И тут этой Тихановской нету. Вообще в белорусском гетто живут два вида белорусов. Айтишники и неудачники. Неудачники как раз живут вот в таких условиях. А айтишники, посмотрите в каких. А вот тут посмотрите, такой нормальный дворик. Наверное, тут Франок живет. Ой, нет, точно не Франок. Господи, собаки. О, пошли, Яцек, отсюда, пошли. Текай! Яцек, текай! Да вы ж только посмотрите, где эти оборонцы правов живет? У них пчелы в тюрьме сидят. Яшка, смотри, я, кажется, ушуяла чей-то белорусский след. Белоруссией пахнет, понимаешь? О, Яшка, тихо, справься. Это знаменитые вот эти наши контрабандисты-байдарочники белорусские, которые с Беларуси, бляха, в Литву перевозят всякую запрещенку. Сгущенку, зефирки, конфетки, вот это вот все. И сырки глазированные. Пойдем их рассекретим. Тут могут прятаться эти беглые. Залежались, может, некоторые. Ага, ну что, попался, змагарье? Ну-ка быстренько сюда иди. О, смотри, с контрабандой. Я точно знала, что ты контрабандист. Ладно, контрабандист. Я так и знала. Сколько вот змагаров своими лодочками вот сюда в Вильнюс притащил з Беларусі? Да питання, скільки провезли у лодочках. А змагаров, кожен змагар, золотое дно. Слушай, скажи мне честно, Тихановскую перевозил вот в своих байдарках? Ну, раз попробовали, невыгодно. Мало выход, но пару пачек можно где-то там. Ты наверняка знаешь, где она живет. Может, скажешь нам? Я не ведаю, до речі. Мы от берега до берега подвозили. Могу показать, где причалили. Яшка, отдать все швартовые. Давай, я за тобой потом приеду. Что я могу сказать? Раздербанили этот Вильнюс на куски. Придумали
придумали тут себе 4-й Рим. Внутри города отдельная республика. Ужупис. Я в иностранных языках не специалист, но, видимо, переводится Ужупис «Мир Ужу». Змеиное логово получается. Конституцию тут понапридумывали. Я читала, там есть на белорусской мове. Да вообще бред! Сразу видно, что Лебедько писал. Яцек, ты читал на польской? Нет. Так иди почитай, что ты стоишь тут. Может, ваш кто-нибудь там написал тоже. А вот посмотрите, БЧБшный стяг. Ха, вот ты и попалась, Светочка Тихановская. Яшка, ты что, получается, она в костеле живет? Ха, следы запутала. Плутовка. Яшка, пошли дальше искать. Такая мощная грудь, как у нашего Александра Григорьевича, который он всех скормил. Вот не зря говорят, что после развала Союза Литва развалила всю промышленность. Допотопщина, каменный век. Неудивительно, что у них парадов нет. Хвастаться нечем. Не то, что у нас. И стиральные машины, и холодильники, и унитазы, намазы погрузят. И не стыдно по проспектам водить людям, показывать. Понаписывали тут, как это срамота вообще. Разрисовали стены. ЖКХшников на них не хватает. Ни производства, ни сельского хозяйства в стране. Даже памятник поставили нетеребленному долгунцу. И это, Яцек, это же мне не кажется, да? Срамота какая. Идем отсюда. Яцек, хватит завидовать. Дома посмотришь, идем. По логике, тут где-то должны быть еще пики точеные. Извращенская какая-то эта республика. Так мало того, еще из Магары извратились, и тут себе Беларусь в эмиграции устроили. Если в Риме Папа Римский, то у них тут мамка беглая. Мало им батьки Минского. Святой человек 100 раз Магарьотому говорил: возвращайтесь, и будет где белье грязное постирать, и хозяйство в стране натуральное, и долгунец по осени. Терпи не хочу. Никаких запретов этих, ну. Нет. Посмотри вы, что они превратили. Тьфу, срамота. Що хуже, чим Євровидіння. Яленовна, вітаю. Мне тут передали, что вы меня шукали.